Декоративный камень сегодня в цене. Кто-то скажет фальшивка и будет совершенно прав. Этот отделочный материал всего лишь имитация настоящего природного камня. Но это нисколько не умаляет его достоинств. Эстетичный вид, качество и экономичность. Обеспечить рынок республики сертифицированной продукцией заинтересованы и амбициозные предприниматели-партнеры. Развитию бизнеса молодых людей, в свою очередь, содействует Министерство экономики республики. Есть еще одна точка, она находится в городе Карабулак, в здании государственного учреждения «Бизнес-инкубатор». Это место, кстати, нам выделили на первых шагах, когда мы начинали эту деятельность. Оказали помощь со стороны государства. Там, значит, нам предоставили большой актовый зал для того, чтобы мы выставили продукцию. И еще один кабинет даже предоставили. Для директора, для персонала тоже. Госпошлины, никакой арендной платы нету, практически бесплатно. По линии Министерства экономики постоянные консультации, захожу, спрашиваю, интересуюсь всеми вопросами, помогают, консультируют, конечно, чувствуется господдержка. Издавна ингуши считались хорошими строителями. Об этом свидетельствуют и многовековые родовые башни. Видимо, эта любовь к зодчеству передается из поколения в поколение. До сих пор сколько живем, столько и строимся. Но возвести стены – это одно, а придать зданию эстетики – уже другое. Декоративный камень сейчас используют не только для облицовки зданий, но и внутренней отделки помещений и каминных порталов. И, конечно, вопрос качества и долговечности материала всегда остается актуальным. Качество этого камня можно рассчитывать на 50 лет от выцветания. Там несколько процентов сгорает, все остальное они гарантируют. Предприниматели планируют расширить производство и открыть офисы во всех городах региона, что также позволит создать дополнительные рабочие места в республике. Помимо офисных работников, монтажом камня на данный момент здесь занимаются более 20 специалистов. У нас налажен процесс монтажа, потому что привлекли мы очень хороших специалистов, которые за пределами региона, в Питере, в Москве работали по 8, по 9 лет. Это ребята молодые, они уехали, каждому нужно возвращаться домой, обустраивать свою жизнь, они уже вернулись, мы их привлекли. Очень хорошие специалисты. Ингуши в большинстве своем предпочтение отдают восточному стилю в интерьере, в котором особой популярностью пользуется гипсовая лепнина. Различные детали из гипса – карнизы, колонны, кронштейны, капители, арки, круги, фронтоны – позволяют воплотить смелые и сложные художественные замыслы покупателя. Если же декоративный камень закупается у мирового производителя, то гипсовые изделия предприниматели производят в собственном цехе. Здесь пока трудятся 2 человека. Из-за отсутствия профессиональных местных специалистов приходится нанимать иностранных работников. Упорство и целеустремленность молодых ребят дает положительный результат. Они уже успели принять участие в различных ярмарках. Также представили свою продукцию на экономическом форуме Ингушетии в сентябре 2018 года. За активное участие в развитии экономики республики были награждены главой региона грамотой. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.